Что вообще вы думаете о гагаузском языке? О его состоянии на сегодняшний Когда день? мы строили, когда мы создавали автономию, у нас основная цель была сохранение гагаузского языка. Мы как-то видели, представляли, что как только образуется автономия, у нас в школах будет преподаваться, ну не сразу, план будет писаться. Вот. Мы не можем перейти сразу, потому что мы сильно ассимилированная нация. Потом я скажу, почему это произошло. Мы сильно ассимилированная нация, поэтому мы должны басамак перейти. Сначала написать план, конкретный план, который утвердится в данное время. Между прочим, говорят, исполком, они должны изменить название. Исполком это что? Это продолжение Советского Союза. Почему есть на гагаузском название? Баканный комитет. Вот это должно быть. И Вот это Удавара, главное. это на Кисикулан, на моя гагаузском гагаузчестная. языке. Я сейчас отойду от этого вопроса. Да. Да, уже отошел. И это, вот когда они бы создали вот эту программу, и эта программа должна была начаться именно с первого башкана, с Георгия Табунщика. И с этой программой постепенный переход к гагаузскому языку, предмет, в этом году этот предмет, в следующем году языковеды, и, между прочим, этим языковедам должно было уделяться особое внимание, особые финансы и чуть не место, вот как Ататюрк сделал, когда поменял в один день турецкий язык с османского на турецкий. И потом с переходом в школах переходят в ясли, садики. Там должно быть на гагаузском и на государственном румынском. То же самое в школах. Гагаузский, румынский. Потом переходим на колледжи. У нас один университет. А потом скажут, а где наши дети вот получат, если они захотят стать докторами? В Гагаузии, если прекрасно ты знаешь гагаузский, румынский, пожалуйста, Кишинев. Пожалуйста, Но Турция.